Мы приехали из Уфы. Я являюсь доцентом кафедры государственного управления Института истории и государственного управления Башкирского государственного университета. Меня зовут Зарина Лероновна Сизаненко. Мы с коллегами приехали в школу в село Старосубханкулово Бурзянского района в рамках федерального проекта. Проект называется «Основы финансовой грамотности. Методы ее преподавания в системе основного среднего образования и финансового просвещения сельского населения». В чем смысл проекта? Дело в том, что в условиях рыночной экономики развивается финансовая сфера. Это прежде всего, конечно, услуги коммерческих банков, которые не всегда понятны россиянам, и понятно, что не всем слоям населения. Особенно в этом плане оказывается беззащитным фактически сельское население, потому что прежде всего в силу ограниченности доступа информации и, соответственно, одна часть сельчан опасается просто обращаться к этим финансовым инструментам, а другая, может быть, чрезмерно доверчиво обращается, но при этом попадает, может быть, в какие-то не очень приятные ситуации. Ну, например, повсеместно по России очень развита и популярна система так называемых микрозаймов, на которые очень часто решаются представители низкообеспеченных слоев населения, не отдавая себе отчет в том, что, например, 0,5%, 1% или 1,5% годовых якобы это фактически грабительский процент для потребителя. Ну, то есть, например, если человек взял вот такой микрозайм размером в 1000 рублей, он не задумывается о том, что возвращать ему придется через год, возможно, 365 тысяч, вплоть до этого, 365, а то и 540 тысяч, то есть там процент нарастает просто как снежный ком. Вот для того, чтобы избежать такого рода казусов, конечно, современный человек должен прежде всего быть грамотным в финансовой сфере, для того, чтобы, во-первых, не попасться на удочку мошенникам, да, и откровенным аферистам, а с другой стороны, для того, чтобы грамотно использовать хорошие финансовые инструменты, которые предлагают крупные банки. Такого рода предложения тоже есть. Поэтому Министерство финансов совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации инициировало этот федеральный проект с расчетом на то, что ученые, практики, люди грамотные чисто теоретически в финансовой сфере будут ездить по сельским школам, обучать сельских учителей с расчетом на то, что сельские учителя, как представители сельской интеллигенции, станут таким вот центром финансовой грамотности в своих селах. Да? То есть идея такая, что сельский учитель, сам овладев этими финансовыми инструментами, сможет подсказать и обучить, во-первых, конечно, своих учеников, во-вторых, их родителей и, возможно, прародителей, то есть односельчан, всех тех, кто к ним обратится с вопросом, они могут от сельского учителя получить компетентный ответ на эти сложные вопросы. Вот таким образом федеральная власть планирует повышать финансовую грамотность прежде всего сельского населения. И мы, как преподаватели Центрального городского вуза, столичного вуза, в этом плане обязаны их помочь. Нас на это уполномочили и, соответственно, направили. Вот мы с этой миссией находимся в Старосубханкулово, в этой замечательной школе в Бурзянском районе. От меня лично, от наших коллег, от руководства нашего института хотелось бы выразить признательность за теплый прием директору школы, завучам, учителям, за прекрасно организованное и обучение, и наше здесь пребывание, и от души пожелать больших успехов этой замечательной школе. И мы были бы очень рады видеть учеников вашей школы в качестве студентов нашего Института истории и государственного управления Башкирского государственного университета. Спасибо, всего вам доброго.